кумадир, дай-ка мне такой план совпомнения, такой план совпомнения, точь-мочь, кумадир, вспомнение, вишке кумадир. Школа мордовских языков с вами снова в этот час. На макшанском языке будем говорить сейчас. Здравствуйте, ребята! Как мы рады вас видеть вновь! Как всегда, с вами я, Кристина, и помогать нам будет наш друг Куйгарыш. Шумбрата да ялгат! Мы продолжаем наше увлекательное путешествие в чудесную страну макшанского языка. Как вы уже заметили, путешествия меняют нас, помогают нам расти и развиваться. Друзья, послушаем стихотворение, которое я подготовил, и угадайте, о чем мы сегодня будем вести речь. Летом жаркие часы, только майка и трусы, а зимою нам нужны свитер, теплые штаны, шарф, пальто, сандалии, шапка и так далее. Шапка, свитер. Впрочем, я запутался, друзья. Конечно, Куйгарыш, запутался. Сандали носят не зимой, а летом. А вы, ребята, правильно все поняли. Сегодня мы будем говорить об одежде и обуви. Сегодня мы с вами познакомимся с новыми словами и выражениями, которые связаны с темой пильгань и ланганщапне, одежда и обувь. Одежда – это неотъемлемая часть нашего образа, в которой мы нуждаемся ежедневно. Когда мы видим человека впервые, первое, на что мы обращаем внимание, это то, во что он одет. Человек, одетый аккуратно и опрятно, производит на нас большое впечатление, чем неряшливый. Ребята, теперь назовем предметы одежды, но только по-макшански. Ребята, повторяйте за мной. Варяга – варежка, какс – пояс, панар – рубашка, рутя – платок, платье – платье, понкс – штаны, юбка – юбка. Все верно, молодцы! Очень важно, чтобы надетые на нас вещи были всегда чистые и опрятные. Тогда точно никто не скажет, что вы не собранный, а наоборот, даже будут немного завидовать и брать вас в пример. А теперь назовем предметы обуви на макшанском языке. Калоша – калоши, кемот – сапоги, ботинка – ботинки, лемба кемот – валенчат – валенки, туфлят – туфли. Молодцы, ребята! Несомненно, вы хорошо разбираетесь в современной моде и наверняка ходили со своими родителями покупать красивые вещи. Назовем украшения, которые делают человека более яркими, но по-макшански. Суркс – кольцо, пилькс – сережки, кятькс – браслет, сюлгам – брошь. Молодцы, ребята! А какие действия мы можем производить с одеждой, обувью и украшениями? Мы можем их надеть, щамс, обуть, карсемс, снять, каямс, завязать, сюлмамс, шить, станс. Молодец, Куйгарыш! И вы молодцы, ребята! Сегодня нам хотелось бы еще познакомить вас с элементами традиционного мордовского национального костюма, который отличается от современной одежды. Ребята, посмотрите, какой он нарядный! Женская праздничная одежда Мордвы была сложной и состояла из многих элементов. Поэтому процесс одевания порой длился несколько часов, и в нем принимали участие 2-3 помощницы. Ребята, назовем на макшанском языке основные элементы традиционного женского костюма. Какс – пояс, панар – рубаха, пулай – надбедренное украшение, рутя – верхняя распашная одежда из холста, сюлгам – брошь, застежка. Традиционной обувью крестьян Мордовского края являлись карсть, лапти, кямот, сапоги. Запомнили?
Молодцы! Итак, друзья, наш урок на этом завершен. Сегодня мы научились с вами называть предметы одежды, обуви и украшения по-макшански и познакомились с элементами традиционной одежды женщины-мордовки. Надеемся, что вам было интересно, и вы будете с нетерпением ждать нашей следующей встречи. До свидания, ребята! Вася Демазанг! До встречи, дорогие друзья! Неемазанг, кельгама ялгар! Кума, кума, деревик сюда, точь, мочка, мадера, бег сюда.